Якутские плохие дороги долгое время считались понятиями неразрывными. Трещины, ямы и кочки – постоянные спутники каждого выезда. Поездка по городу – настоящее испытание. Это относится не только к дорогам на окраинах столицы региона, но даже в центральной его части. Более того, сложности в перемещении возникали и у пешеходов, так как тротуары тоже мало где были пригодны. Из-за отсутствия системы ливневой канализации стоило в Якутске пройти крупному дождю, это превращалось в локальное бедствие. Машины буквально плывут по дорогам, а пешеходы ищут малочисленные незатопленные участки, чтобы перейти на другую сторону. Сегодня же столица региона активно растет и развивается. В городе уже 5-й год реализуется национальный проект «Безопасные качественные дороги». С 2019 года на территории городского округа отремонтировано, реконструировано, а также построено уже более 130 километров улично-дорожной сети. Если учитывать объемы этого года, то в рамках нацпроекта будет отремонтировано и построено более 160 километров дорог. Если представить, как ситуация выглядела до начала национального проекта, у нас по уровню дорог, которые соответствовали стандарту, нормативу, был показатель всего 30% дорог. Сегодня, по окончанию строительного сезона 2023 года, мы вплотную подойдем к показателю 66%. То есть мы сделали в 2 раза больше дорог, которые соответствуют сегодня нормативу. Еще каких-то 5-6 лет назад улица Жарницкого, Петровского, Хатынгюрякское шоссе, окружная дорога, улица Ивана Кульбертинова, дорога Птицевод, подъездная дорога к Речневой дороге, проспект Ленина. Это все были огромные проблемные участки. Сегодня, благодаря реализации национального проекта на территории нашего города и усиленному вниманию, консолидированной работе с правительством республики, с федеральным Росавтодором, мы имеем тот показатель, что у нас осталось не так много проблемных участков. Стоит отметить, что новые дороги – это не только само асфальтирование, но и тротуары, свет, а также велосипедные дорожки. Последние раньше считались лишь мечтой для горожан, но уже несколько лет ведется системная работа по созданию так называемого велокаркаса города. Это сеть велосипедных дорожек, предназначенных для всех видов средств индивидуальной мобильности. Он позволит без дискомфорта перемещаться через весь город на велосипедах, самокатах, скейтбордах, гироскутерах и других видах зеленого транспорта. Также без внимания не остается и еще один неотъемлемый для любого города вид транспорта – общественный. Для удобства горожан в последние годы автобусный парк постоянно обновляется. В прошлом году, в год столетия республики, было закуплено 100 новых автобусов. Также в этом году будет приобретено еще 50. Ведется полномерная работа по полной замене старой техники. Чтобы поездки на общественном транспорте стали еще комфортнее, продолжается работа по внедрению интеллектуальной транспортной системы, которая будет учитывать все аспекты, такие как рост подвижности горожан, создание новых кварталов, мест притяжения людей, а также строительство новых социальных объектов. Учитывая климатические условия Якутии, длительные и крайне суровые зимы, буквально жизненной необходимостью являются теплые остановки. На сегодняшний день в городе установлено свыше 60 подобных островков, позволяющих достаточно комфортабельно дождаться автобус. Сегодня процесс их возведения поставлен на поток, и в ближайшие годы планируется довести их количество до 100, что даст возможность улучшить условия для горожан. Неотъемлемой частью транспортной мобильности как жителей города, так и всей республики является авиасообщение. В аэропорту Якутск продолжается реконструкция взлетно-посадочной полосы. Ее новая рабочая длина составляет 1800 метров вместо 1650, что позволяет аэропорту принимать среднемагистральные воздушные суда. Сейчас мы выполняем работы по фрезерованию пандуса асфальтобетонного. Эти работы будут завершены через 5 дней, и мы приступаем к бетонированию 175 метров для того, чтобы обеспечить рабочую длину полосы километров 800. По плану реконструкция именно полосы заканчивается 15 августа. Все подготовительные работы выполнены, техника, люди мобилизованы.
Повседневностью для жителей города является переправа через реку, которая отделяет столицу региона от восточной части республики. Притчей во языцах стали проблемы, регулярно возникающие на переправе. Это касается как бесконечных очередей, так и беспорядков в результате скандалов между водителями, которые не могли поделить места в тех же очередях. Чтобы решить эту проблему, был разработан комплексный план по развитию причалов паромных переправ. Частью этого плана стала установка накопителей, которые позволили регулировать и систематизировать очереди на паромы. Безусловно, важнейшим проектом для развития транспортно-логистической отрасли Якутии, всего северо-востока России и, в частности, Якутска, является строительство мостового перехода через реку Лену. Без преувеличений, это мечта нескольких поколений якутян, и сегодня она в шаге от воплощения. Вам за внимание к Дальнему Востоку и Якутску в частности. Евгений Николаевич, я думаю, что Якутск уже лучший город в условиях вечной мерзлоты, потому что других таких просто нет. Это первое. Второе, мост, конечно, будем строить, да? Как у вас с правительством там по поводу моста? Ну, сегодня, по-моему, уже в экспертизу загружено. Стоимость определена, там по поручениям Марата Шахерзяновича была корректировка проектно-сметной документации. Стоимость упала до 130 миллиардов рублей. К слову, мы со стороны города все работы ведем. Реализацию столь масштабного проекта сложно переоценить. Он свяжет 3 федеральные и 5 региональных автодорог: Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт. Вот объекта обеспечит круглогодичную транспортную доступность. Это позволит увеличить объемы грузоперевозок, предположительно до 6 миллионов тонн, а пассажиропоток до 8 миллионов человек в год. Сегодня ведется активная подготовительная работа. Продолжается реконструкция дороги Покровский тракт, также ведутся работы внутри Табаги. Все эти работы синхронизированы со строительством подводящих дорог к самому мосту. И когда его строительство будет закончено, Ленский мост соединит пространство Восточной Сибири и Дальнего Востока, а это более четверти всей территории России. Это даст мощный толчок для развития имеющегося производства и позволит соединить широтные транспортные магистрали.